но уж очень милая моему сердцу, это Есенин, песня собаки. Утром в ржаном закуте, где золотятся рогожи в ряд, семерых щенила сука, рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, облизывая языком, и струится снежок под там, над теплым ее животом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать, и так долго, долго дрожала воды незамерзшей гладь. А когда она плелась обратно, облизывая пот с боков, показался ей месяц над хатой одним из ее щенков. И завоя, как от подачки, когда бросит ей камень смех, покатились глаза собачьи золотыми звездами в снег. Не хотелось бы затягивать наш вечер. Мы бы хотели, наверное, перейти на такую главную тему, которую мы хотели сегодня затронуть. Ну да, я думаю, что многие из вас уже видели на ваших местах некие брошюрки. Это просто то, чем я сейчас в основном занимаюсь и посвящаю свое время. И так потрясающе получилось, что хорошие люди явно встречаются не зря. Оказалось, что Кирилл очень давно тоже сотрудничает с фондом «Жизнь как чудо». Театр САД отчисляет деньги, процент от спектаклей и тоже помогает. И нас как-то очень объединило. Это очень мои большие друзья. Фонду уже около 6 лет. Он основан в 2009 году и занимается он тяжелыми заболеваниями печени у деток. И, конечно, это все сложно, но можно. И потихоньку, недавно просто чудом, но всеми нашими общими усилиями, не знаю, может быть, вам где-то попадалось в соцсетях, была девочка маленькая, Юния. Там была какая-то баснословная сумма, но вот с декабря месяца я знаю, что вот на днях наконец-то закрывается сбор, и ура, и всеми вот нашими вообще молитвами. И хоть чуть-чуть, я просто хочу вам всем сказать, что не бойтесь помогать. Это может быть 2 рубля, 3, 4, 100. Это просто там, не знаю, хоть чуть-чуть, но копеечка, она собирает, и всем мы можем помочь какому-то малышу обрести здоровую, хорошую жизнь. И вот мы стараемся как можно чаще об этом говорить, вам напоминать, и